Друзья, всем привет! Что, родные, наконец-то вырвался с этой хватки рабочей. Приехал в деревню к матери. Короче, ребята, у меня есть 4 дня, аж 5 дней. Просто проведу здесь, в деревне. Ну и, соответственно, ребят, будем искать налево. Так, ну что, родные, время у нас. Времечко у нас 15:09. Через 2 часа будет темно. Стартую огородами. Здесь можно срезать, так получается. Еще, ребят, до одного места. Вот здесь пляж получается. Но не особо как бы затопило его. Можно и здесь кидать. Вот. Пляжик. Там яма тоже на той стороне. Здесь тоже можно кинуть парочку, я думаю. Так, ну что, первый пляж. Вот так. Как-то мы сейчас бомбанем. Опа. Отлично. Наша тонка. Ну-ка, ребят, ее что-то просто снесло, вообще страшно. Это что за дела? Тут или линолеум, или много травы. Не могу понять. Ох, ребят, налим есть. Что-то крупное, ребятки. Походу крупное что-то. Что-то крупное, ребят, не могу понять. Ребят, смотрите, какой хороший. Блядь. Ёкалманы. Ох ты, блядь. Песочек, ребят, дал. Песочек дал, ребят, хорошего. Есть, ребята. Есть. Оба. Вот это Муся, ребята. Дрюня сделал по красоте. А ну-ка. Нормально. Ну что, друзья, еще раз всем привет. Второй день у меня в деревне, в поселке. Нахожусь в мини-отпуском своем, в отпуску своем. Прошу прощения за кашель, не так до сих пор не довыздоровел, так можно сказать. Тучи меняют на солнышко. Время у нас 1 час дня. И как вы все знали, что утром ходил на проверку своих донок. И добыли мы, ребят, отличного налима, крупного экземпляра. Вот такой. Видно, ребят, что желудок у него свисшийся. Видно, что кормится парняга. Ну и кто смотрел предыдущий ролик, так скажем, как я его доставал, то видели то, что во рту у него налимчик. И взял он непосредственно по ходу на налимчика. Сейчас мы это все посмотрим. Сразу предупреждаю, ребят, слабонервных, характерных, там, детей от экранов уберите, пожалуйста, потому что, ну, разделка рыбы, дичи многих будоражит, там как-то непонятные вещества. Ну, для нас это спокойно. Что мы добыли, то мы и питаемся. Ну, просто хочу вам показать. Хотел показать один
интересный способ, как разделывать налима, снять шкуру, потому что многие брезгуют, говорят, что шкура с пиявками, там всякие микробы, тем более с крупного налима, потому что, допустим, средний налим, там килограмм, допустим, шкура нежная, и шкуру можно не снимать. А с крупного налима многие снимают, но на самом деле, ребят, это неправильно. С пятерки там, да, там, кто ловит, там, допустим, на Енисее, то может быть морской налим, там шкура бронированная. Ну, это у нас почти 3 килограмма налим, так что шкуру мы не будем снимать. Тем более мама сказала, то, что шкуру нельзя снимать. Мама у меня с Печоры, где налима ловили все ее на детство, так что она в толк в налимах знает. Дозволила мне разделать рыбу, так как трофеями занимается она. Я никогда ей не мешаю, ребят, то, что ловил отец, то, что ловлю я приношу. И мамка у меня всегда сама разделывает, сама занимается, сама готовит. Мама у меня повар, то бишь просто делает вещи она. Хотя это неправильно, говорят, что настоящий рыбак-охотник должен разделывать дичь и рыбу сам, самостоятельно и приносить ее. Да, это правильно, ребят, я это поддерживаю в любом случае, потому что я этим даже занимался. Один такой момент. Ребят, вы живете в городе, в городской квартире. Ну, потрошить рыбу, дичь, это, соответственно, неуместно. Я иной раз, если есть время, прямо на берегу чистил и приносил домой уже чистую рыбу. Просто дома можно было сполоснуть и уже заниматься приготовлением рыбы. Так как, ребят, живем в деревне, сегодня я нахожусь в деревне, сзади участка своем, принесли ведерко водички, специальный стол. Этот стол специально для разделки всякой рыбы, дичи. Тут вон даже возможно... А вот, ребят, смотрите, доказательство. Старая чешуя, может, не знаю какого сезона, но она так. Сейчас, в данный момент, ребят, будем разделывать налима. Хотел показать, как снимается шкура. Шкура, сразу говорю, снимается плоскогубцами. Много есть видео на канале, где мы в походах прям на рыбалке готовим налима и снимаем шкуру просто пальцами. Ну, мама сказала, шкуру не надо снимать. Так что, как мама сказала, так и будем делать, ребят. Просто хочу прооперировать его, посмотреть за налимчика. Мне стало просто интересно, то, что он реально его проглотил и попался на налимчика. Так что полиглот, точнее не полиглот, а как называется, полиглот. Короче, вы поняли меня, ребят. Лают собаки за кадром, там ничего страшного, думаю, не будет мешать. Тут у нас поселок, понятно, у каждого во дворе собака. Опять у нас волки. Короче, заговорился, ребят, я. Начнем, приступим. Ножики подточил. Не знаю, сейчас посмотрим. Достанем на этого налимчика маленького. Достанем печень. Самое цимус с печени. Ну, не хотел уже затрагивать, ребят, эту тему. Многие там знали, а многие не знали. Приехал я в деревню, в поселок. Почему много времени не выходили ролики? Разбился отец, ребят, у меня. И в воскресенье у нас 40 дней. У нас уже 40 дней. Так что этот налим пойдет на стол на 40 дней. Короче, вот как-то так. С веселого на грустный, но, ребят, не будем о плохом, будем о хорошем. Начинаем. Не знаю, ножики подправил. Вроде можно будет работать. Сейчас посмотрим. Вот, а тут они прям здесь находятся. На беседке эти ножи. Как бы мамка их не заносит. Здесь типа как полевая кухня у нас. И такие старые ножи, которые дома не нужны. Так, немного подправил. Ну, безалаберно. Как бы это не охотничьи, там даже за ними ухаживать не надо. Так что вот как-то оно так. Помоем столик. Буду резать без перчаток. Ну вот наш красавец. Достойный трофей на сегодняшний день. Ну, по нашим меркам отличный. Ну да, тут доска как бы неуместная, я думаю. В любом случае доска нам не нужна. Все потом помоем. Вот, сразу будем наблюдать налима. Я хочу посмотреть жабры. Ну, по весне много пиявок попадается. А вот по осени красивая раскраска. Такой, ну, черноватый парень. Жабры мы удалим, голова останется. Голову все равно возьмем. Вот видно, какие-то у него там народные вещества. Вот, ребят, наблюдаю, какая-то старая дырка у него зажита. Ну и вот эта свежая рана у него
прям до кости. Это, походу, когда был на крючке он его, походу, выдра хапнуло, потому что, ну, не щучье это все дело. Ладно, ну что, начнем. Обычно, ну, многие профессионалы, может, сейчас там скажут, что я там много неправильно делаю, но как бы, как привык, так и разделаю. Надрезаю, ребят, здесь вот эту уздечку. Вот так. Потом в дальнейшем мы освободим вот это голову от жаберную крышку. И с анального отверстия делаю надрез вперед. Вперед прямо, получается, к голове. Налим хороший. Вот так вот. Ну что, ребята, мы имеем самое ценное. Так, это у нас кишки, получается. От кишков, от требухи мы избавимся. Желудок. Ну и наша, не знаю, все называют по-разному. Кто-то называет максой, кто-то молокой, кто-то печенью. Короче, все по-разному. Ребят, то, что кто не пробовал вот эту тему, то это просто, я не знаю, не сказать, ребят, словами, это надо пробовать. Так, дошли. Отрезаем пленочку. Вот наша вещь. Конкретно подрежем. Так, ребят, это в сторону. Отличные кусочки. Такая вроде здоровая, правда, с какими-то такими у него кружочками она интересными, непонятно. Ну вот, ребят, в принципе немного, я не знаю, я его глушил, но печени совсем понты. О, желчь. Вот она. В принципе, снимается она, можно ее сдернуть, там по пленочке она снимается, но лучше, ребят, вырезать ее. Прямо вот таким образом. Вот так вот. Небольшой кусочек, но деликатес, ребят, хороший. Сорта, ребят, у него торчал налимчик. Походу, вот он, свежий налимчик. Прямо достаю, получается, его, наверное, изо рта у него. Да, походу, свежий налимчик. Сейчас спорим, посмотрим, чем питается. Очень интересно. Ну, видно, ребят, налим жирует. Вообще жирует. Это получается подлещик маленький. Много перемолотой мелкой рыбы. Это все птицы съедят. Ну вот, получается, налимчика, ребят, заглотил. Видите, он уже... Нет, налимчик не попался на крючок. Он уже много переваренный. Просто хвост торчал у него изо рта, а он настолько жирует, что захотел взять червей еще. Ну вот, налим давит нормально рыбу, мелочь. Так что будем брать его сегодня, я думаю. Ну вот, в принципе, разборка налима. Ничего интересного. Вот эту пленку, ребят, снимаем. Чистим. Режем на звенья. Удаляем жабры. И налим наш готов к употреблению. Очень вкусная рыба, ребят, очень вкусная. Я не знаю, это моя самая любимая рыба. Так что, кто не пробовал, ребят, вы много потеряли.
Так. Мама сказала голову оставить. Не знаю, может какой-то бульон будет варить. Что-то еще. Ворона сейчас, ребят, 3 секунды все растащит. Очень скользкий, ребят. Конечно, удобно в перчатках работать, заниматься. Плюс сам катается он, плюс руки его не держат, скользко. Ну еще и холодно. Один минус. То, что холодно. Вот жабры. Жабры чистенькие вроде. Вот, как-то так. Сейчас убираем вот эту пленку и чистим его на звенья. Точнее, рубим его на звенья. Где-то полотенышко у меня было. Что, ребят, ну все, наш деликатес. Печеночка. Опа. Молока. Не знаю, нож справится с таким крупным налимом. Сейчас посмотрим. Голову отдельно отрезаем. Вот голова на лиме. И погнали по звеньям, ребят. Да, проблема, конечно, его держать. Ну, как бы ни было, надо что-то делать. Режу хвост. Неудобно маленько, скользкий. Скользко очень сильно. Держать неудобно его. Хвостяра. Так, ребят, налим слишком крупный, чтобы ничего не выдумывать. Воспользуемся топориком. Сейчас единственное, что возьмем полежку какую-нибудь, если мы найдем здесь что-то, или дощечку. Вот, в принципе, дощечка есть. И порубим его на дощечке. Все потом тщательно помоем. И нормально. Опа. Топорик. Заготовка рыбы, ребят. Раз кусочек. А мамка потом разберется, ребят, что да как. 2 кусочек. Три кусочек. 4 кусочек. И сейчас у нас мы его перевернем вот таким образом и будем рубить. Вот такие кусочки, ребят. Смотрите, сколько мяса. Отлично вообще. Вот такие звенышки будут жариться. Хвостик. Головничок нам не нужен. Вдоль хребта, наверное, сделаем, ребят. Слишком крупная башка, шея. И это пополам. Вот и все. Вся любовь. Видите, ребята, уже тут как тут. Вот стоит только начать. Все, тайга рядом. Я сейчас просто тут закончу все, сделаю дела. Все, воронье уже улетит. Так, ну что, споласкиваем стол.
наш разделочный столик. Моем тазик. Ну, это, конечно, такая преждевременная помывка, ребят. Чисто так, чуть-чуть. Опа. Чтобы все чисто было, красиво. Ну и все, сейчас моем его от крови. От всяких пленочек. Ну это я так чуть-чуть, ребят, покажу вам. Ну что показывает? Разделка да разделка. Чё. Просто в последний момент мама сказала сделать без шкуры. Точнее со шкурой. А я хотел вам показать, как разделаем. Ну, сразу говорю, просто берем плоскогубцы и разделаем. Снимается она хорошо, как чулок. Так что нормально. Ну и еще хотелось посмотреть то, что у него было внутри, чем питается. Спокойно я белую рыбу, полный желудок у него был. Я просто думал, то, что он налимчика взял. Оказывается, нет. Налимчик уже был переваренный намного давно. Ну, то бишь уже начал перевариваться. А он просто по ходу пьесы еще и червячков моих хапнул. Так что налим жирует, ребят. Пока это все происходит, надо ходить. Надо рыбачить. Добывать налима. Тем более в воскресенье у меня здесь будут родственники. Что не наесть, на стол поставим налима. Голова наша. Огромная голова у него. Ну, мама сказала взять. Я не знаю. Давно не ловили хорошего налима. В основном такие до килограмма. А вон они, ребята, сороки. Смотрите, сколько сидят уже. Видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут уже близко. 7. Прилетели. Вот такие дела, ребят. Дела, делишки. Вороны покушают. Смотрите, ребят, какое красивое. У него тут черное пятно круглое. Ха-ха-ха. Какой-то такой именной был бродяга. Ну, хороший, налим. Молока. Да сейчас подождите уже. Немножко осталось. Ну все. Мама будет еще надрезать, может какие-то плавники она срежет ножницами. Чисто попросила меня разделать его, разрубить, потому что ну реально крупный. Чтобы дома меньше хлопот было. Что, ребят, даже не могу поднять. Целый таз у нас налима. Вот столько получилось. Так что вот как-то так. Крупный налим. Я представляю, Костян там на Енисее косит там по 7, по 8, там за 6, за 5 килограмм. Много мяса, конечно, много мяса. Ну мясо, ребят, ну, не отличить от всей рыбы. Просто, я не знаю, мне даже, я думаю, хариус не нужен. Там, я не знаю, красная рыба. Налим это просто песня. Сейчас, ребят, поставлю камеру на штативе. Эти уже тут как тут. Пускай запечатлятся тоже в кадр. Ну все, ребят, собираемся на рыбалку. Всем хорошего настроения. Дрюня на связи.